Да. Yeah, we cool like a rough and load. На фоне своих сверстников он выделялся вот этим, своей харизмой, спортивный, то, что я сама занимаюсь спортом, он занимается спортом, красивый такой, статный. Поэтому, ну, вот этим вот он меня и зацепил, наверное. Здравствуйте. 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 Как настроение? Отлично. Как появились дети, день у нас начинается с кормления детей, с успокаивания, подготовки к наступившему дню. Ну, как сказать, займемся детьми, потом я ухожу на работу, возвращаюсь, снова опять дети. Ну и в последнее время что-то тренировки пропускаю, но стараюсь заниматься. У нас семья спортивная, жена волейболистка. Я с 6 лет занимался дзюдо, самбо. И ну, вот, мои дети тоже будут заниматься либо дзюдо, либо самбо, ну какими-нибудь единоборствами. Это обязательно. Все делаю, абсолютно. Без исключений. Посуду мыть, полы мыть, убираться, кушать, готовить. Я, честно сказать, после армии что-то сладкое разлюбил. Раньше ел очень много сладкого. В армии тоже. Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалеет, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. У нас в поселке арендовал здание, помещение. Там до этого я был, ну вот этот ресторан караоке-бар. Взял его в аренду, и вот занимаемся с женой этим бизнесом. И помимо этого я занимаюсь строительством, ну, небольшим, конечно, но берем подряды, выполняем их. Детские площадки строим, спортивные площадки. Мы когда с ним познакомились, я узнала, что он играет на гитаре. Я всегда мечтала научиться играть на гитаре. И, это же так романтично. Перед костром, в кругу друзей, летом, на гитаре играть, песни петь. Это очень классно. И он играет на гитаре. И он всегда говорил о том, что он хочет научиться играть на фортепиано, на синтезаторе. Поэтому я решила ему купить синтезатор, чтобы он учился. И он стал учиться. И мне прям нравится. И он сейчас даже несколько мелодий там может сыграть. Но он очень музыкальный. Он поет, играет.
моя игра. Баста здесь 2206. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. За минут 5 до травмы я записал одно видео, лунную дорожку. Основой этого видео были, можно сказать, ноги. Вот. Через 5 минут это произошло. И за 3-4 дня до самого происшествия, как раз у меня был новый телефон, я что-то с ним игрался, баловался и случайно сфотографировал нижнюю часть ног. И эту фотографию увидел только уже, когда в больнице был. После этого поверил в судьбу. Служил, в авиации отучился, получил в 2016 году диплом, в 2016 приехал обратно сюда, на родину. Пока искал работу, отправил анкеты свое резюме отправил в авиакомпании в несколько. Пока ждал от них ответа, получается, летний сезон был, надо было работать, как-то жить, чтобы на родительской шее не сидеть. И решил устроиться на завод временно, подработать. На этом заводе есть электрокара, маленький вагончик, можно сказать, по рельсам ездит. Он перевозит большую цистерну с замесом, с бетонным замесом. Я ее должен сопровождать. И при сопровождении, я на ней сидел, при сопровождении за колесо, там шестерни большие железные колеса, шнурок или штанина зацепилась. Сначала одну ногу затянула, потом другую. Она все, она не останавливается, едет. Там в последний момент напарник услышал, отключил ее. Вот так вот заживала. Я просто позвонила девочке одной, которая работала там же, и она мне уже сказала, что Саша там не просто перелом ног, там страшно. Они по камерам посмотрели. Был шок и звук ломания костей. О чем думал? Думал о том, смогу ли встать на ноги или нет. И все, в принципе. В Покровска, до больницы был в сознании. В Покровске уже сознание потерял. Я всю информацию узнавала первая. И о том, что ему ампутировали обе ноги, я тоже узнала первая. И дабы не показать родителям, и я не вправе говорить такие вещи его родным. Это должны были сказать врачи, а не я должна была прийти сказать. Но я уже это знала. Я посидела у подруги в машине, проплакалась, успокоилась. И собрала всю волю в кулак и пошла. Но потому что в таких ситуациях слезами не поможешь. Там надо более здраво мыслить как-то. Идти дальше надо. Близкие люди меня сразу же окружили. Помогали, поддерживали. Расстройство было, но паники, так сказать, такого не было. Пытался держать себя в руках, пытался как-то подбодрить родителей, близких, что со мной все в порядке, не переживайте, все нормально будет. 2 месяца я прожила с ним в больнице. Мы жили там, над нами уже даже смеялись, что нам прописку надо там сделать. Я поддерживала его, я была всегда с ним. На перевязках везде была только я, он никого не допускал. И мне это нравится, потому что я боялась, что он оттолкнет меня. В таких ситуациях обычно парень отталкивает девушку. Пару раз у меня нервы сдавали, психи были в больнице. Саша успокаивала. Все нормально. Спасибо, Господи, что ты теперь моя. Пусть сердце бьется, замирая и любя.
Спасибо небу за закат и за рассвет, в которых я нашел твой невесомый след. Тебе спасибо за любви, хрустальный свет, любимая. После травмы удивился то, что на что вообще человек способен. Ну, действительно, нет ничего невозможного. Человек приспосабливается ко всему абсолютно. Первый раз, когда встал на ноги, ну, на протезы, первые мои протезы были самодельные, вообще попробовал. Ну, казалось, это нереально вообще, даже просто стоять нереально. А оказалось, нет, привык, хожу, передвигаюсь нормально. Самое тяжелое – это лестница. Нет, к всему приспосабливаемся. Вот если захотеть, ну, все, действительно можно. Нет ничего невозможного. Все реально, все в твоих руках. Бери и делай. Тут же появится и поддержка от остальных. Люди потянутся. Мне нравится, что он мужественный и ни от кого не зависящий. Он не будет он не будет ходить у кого-то просить помощи. Он будет добиваться своего сам. Он волевой, он стремительный, целеустремленный. Мне вот это вот в нем нравится. Я не знаю, но он просто... Но он такой, он хороший, он ни на кого не похожий. Он добрый, он очень добрый. Он прям готов помочь любому и каждому, кто у него не попросит помощи. А сам он никогда как бы ни у кого помощи не просит. Так, ну, ручное управление установили. На предыдущей машине я вот заказывал ручное управление. На эту машину сделал самостоятельно. Соорудил ее. Старое оборудование модернизировал. Установил сюда. Управление очень простое, легкое. Вот тяга идет. Там идут тяги к педалям. На себя газ. От себя это тормоз. И все, в принципе. Ну вот, это наш адаптивный центр будущий. Это здание мы полностью выкупили. Она в нашей собственности. Мы ремонт начали со 2-го этажа. Доступ у нас ко 2-му этажу для людей неходячих, колясочников. Здесь у нас будет оборудован подъемник, возможно, даже лифт, чтобы был свободный доступ. Вот здесь 2-й этаж мы полностью закончили. Пока что здесь поставили тренажеры.
Здесь у нас в дальнейшем планируется открытие гостиницы. Спальная комната будет для приезжих спортсменов, те, кто будут проходить здесь сборы. В данный момент здесь мы тренируемся. Здесь у нас проходят силовые тренировки. Тренажеры все у нас специализированные для людей с ограниченными возможностями. Также на них могут заниматься и здоровые совершенно люди. Привет всем. Это вот наш кабинет. Здесь располагаемся. Я учредитель, Владимир Сергей Прохорович. Этим делом мы занимаемся вместе. И есть у нас еще третий, так сказать, тоже учредитель, Новгородов Николай Викторович. Здесь мы буквально недавно сделали только кабинет. Будем здесь решать наши вопросы, обсуждения. Сергей Прохорович у нас объединила, можно сказать, одинаковая беда. У него одной ноги нету, у меня двух нету. Познакомились мы с ним практически 2 года назад, пообщались, пришли, так сказать, к общему мнению, и решили заняться каким-то благим делом. На плаву мы держимся за счет некоторых работ. Мы берем работы, подряды, выполняем работы и из вырученных денег пытаемся здесь сделать ремонт. Наша администрация нам помогает, субсидирует, так сказать, выделяет денежные средства. Небольшие, но тем не менее нам эти средства очень помогают. Вот в этом доме я вырос. Здесь проживает мама моя. С самого рождения здесь жил. Здесь же в этом же доме наша администрация поселковая. Сейчас поедем, заключим один договор с нашей администрацией. О, а вы переехали? Я не переехала, Нет? Нет. На авто ходили? Сейчас. Иду. Сейчас, секундочку. Сдаваться, опускать руки вообще на самом деле нельзя. Как бы сильно этого не хотелось, а это иной раз хочется сделать. Но нельзя опускать руки, нужно искать какую-то мотивацию, ставить себе какую-то цель и вот конкретно идти к ней. Как-то я давно услышал фразу от тренера: все, что не убивает, делает сильнее. Вот. Ну и придерживаюсь к этому. И также есть еще одна такая поговорка, мне постоянно сестра говорит:
все, что не делается, все к лучшему. Вот к этому тоже придерживаюсь. Все детство, в прямом смысле, я провел в этом зале. В этом зале я рос, тренировался, достигал каких-то успехов. Сейчас, в данный момент тоже здесь же тренируюсь с нашими ребятами, со здоровыми. Когда я был с ногами, у меня самые высокие награды были, это дальневосточные соревнования, там призеры. И был один международный турнир по самбо, вот где я мастера выполнил, это было в Омске. А будучи уже без ног, вот чемпионат мира проходил в Абу-Даби, там я занял 2-е место. Также был Кубок мира, он проходил в Москве, впервые вообще в России проводился. Там нас уже было 2 среди параатлетов. Там тоже занял 2-е место. Если у меня есть возможность, я еду с ним всегда, как бы. Я там и советами, и рядом, там, чтобы ему не было сложно. Все равно, как бы, человеку одному там в другом городе, тем более там, и он ездит на коляске, ему сложно, и я всегда как бы с ним. Узнал, что за границей очень развита пара джиу-джитсу. И вот узнал про соревнования, съездил на соревнования, выступил. И узнал, что из России я был первый, кто ездил вообще на такие соревнования. Там был чемпионат мира. Съездил на такие соревнования, и оказывается, можно бороться. И в моем случае там было достаточно много спортсменов, которые с разными категориями инвалидности были. И здесь у нас в России об этом виде спорта, про пара-джиу-джитсу практически никто не знает. Там есть единицы, которые знают, но очень многие хотят заниматься какими-то единоборствами, смешанными единоборствами, там, или борьбой, или чем-то. И вот хочу сейчас начать пропаганду с нашей республики, с Якутии, что вот можно бороться, можно заниматься самообороной, единоборствами и продвигать этот вид спорта. И в дальнейшем будущем я надеюсь, что этот вид спорта включат в паралимпийский вид. И будем участвовать, будем выступать. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Если хочешь играть, играй. Если хочешь летать, лети. Жизнь